Мы продолжаем видеосюжет об итогах 2010 года. И сейчас коснемся вопроса пузырей. Так вот, всем не исключено, что мои слова сейчас прозвучат странно, в то время, когда многие ключевые страны находятся в рецессии, либо на ее грани. Тем не менее, нулевые учетные ставки в Вашингтоне, Токио и Франкфурте создают хаос на рынках и психологии людей. Не будем преувеличения сказать, что мы можем увидеть формирование пузыря пузырей. Факторы, которые сделают 2011 год интересным, выходят далеко за пределы монетарной политики. Мы можем увидеть, как вырастет ряд серьезных пузырей. Некоторые на рынке активов, другие в виде ложных концепций. Вот ниже предоставлены 8 из них. Первое. Горячие деньги. Ужасает тот факт, азиатско-тихоокеанский индекс MSCI AC вырос в прошлом году на 14%. Намного превосходя более широкие показатели MSCI. Было бы лучше, если бы рост больше ориентировался на фундаментальные показатели, чем на чрезвычайно низкие учетные ставки. Денежные вливания со стороны Банка Японии уже давно перетекли за рубеж и попали на рынки акций, облигаций и рынок недвижимости. Так называемые торги с использованием иены, то есть дешевое заимствование в иенах и использование этих средств для более рискованных и более доходных вкладов за рубежом, стали предвестником аналогичных спекуляций с долларами. В 2010 году политика, проводимая ФРС, направила волны ликвидности в сторону Азии. Это может превратиться в разрушительный цунами, который оставит после себя руины. Второе. Теория прекращения корреляционной связи. Пузырем здесь можно назвать необоснованную веру в то, что Азия способна стремительно расти, несмотря на то, что происходит в крупнейших экономиках мира. Не верьте в это. Конечно, здорово, что экономика Китая растет на 9,6%, а Индия на 8,9%. Однако для экономического роста в Азии не будет ничего лучше, чем восстановление экономического роста в США, Еврозоне, Японии и Великобритании, на ежегодный ВВП которых в общей сложности приходится 34 триллиона долларов. Азия добилась немалого успеха, устояв после краха Уолл-стрит в 2008 году. Возможно, развивающиеся страны смогут прожить еще пару лет без крупных экономик. Удачи их в предстоящем году. Третье. Цены на продовольствие. 3 января. Заголовок Times of India поставил в недоумение многих в Азии. Может ли правительство законным путем установить рост цен? Нет, практически нет. Согласно прогнозу продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, объем мирового продовольственного рынка составил в 2010 году 1,026 триллиона долларов против 839 миллиардов долларов в 2009 году. Это можно назвать цветочками, потому что со временем эта тенденция будет нарастать, ввиду дисбаланса предложения и спроса и напряженной ситуации в региональной торговле. Это затянет развивающиеся страны в болото самой фундаментальной проблемы. Как накормить тех, кто, собственно, и будет обеспечивать экономический рост в ближайшие 2 года, как мы сказали выше. Четвертое. Неравенство доходов. Повышение цен на все, начиная от продуктов питания и заканчивая транспортными средствами, подтолкнуло инфляцию в той же Индонезии до 20-месячного максимума, зафиксированного в декабре. Динамика цен на базовые товары – следствие растущего разрыва между бедными и богатыми странами Азии. Рост цен на растительное масло, рис и рыбу может мало значить для сотрудников Goldman Sachs, Grove and Corporation, но для семьи, живущей на $3 в день и уже тратящей на 2/3 своих доходов на еду, это разрушительно. Повышение неравенства до уровня благосостояния может накрыть классовые противоречия в текущем году, особенно в условиях гибели урожая и роста инфляции, которая провоцирует голод, бунты, увеличение госрезервов продовольствия и торговые войны по всему миру. Пузырем здесь станут, правильно, человеческие страдания с известными последствиями для политики. 5. Погодные катаклизмы. Опыт Австралии, сводки, из которой мы регулярно смотрим по телевидению, показателен. Несколько месяцев назад засуха стала под угрозой экономической перспективы. Нынешние наводнения, другая крайность, которую уже назвали библейским из-за их масштабов, вынуждают экономистов рассчитывать их последствия для цен на сырье. Забудьте о температуре, сосредоточьтесь на возросшей частоте погодных аномалий, отмеченных от Майами до Мумбаи. Экономист Дэниел Гартман отмечает, что инвесторам следует продавать австралийский доллар против евро, поскольку наводнения угрожают экспорту угля и пшеницы. Забавно.
как матушка земля, вынуждая всех становиться быками по евро. 6. Валютные резервы. Зачем какой бы то ни было экономике могут понадобиться валютные резервы на сумму 2,7 триллиона долларов, выше моего понимания. И ни один Китай попал в капкан накопления валютных резервов, чтобы не допустить потери стоимости уже существующих вкладов. У Японии резервов более чем на 1 триллион долларов, а у Тайваня, Южной Кореи, Гонконга, Сингапура и Таиланда в общей сложности на 1,3 триллиона. Соответственно, правы те, кто называет это неэффективным использованием капитала. И беда в том, что резервы продолжают расти день ото дня, и просто решение этой проблемы, собственно, этого уже пузыря не существует. 7. Геополитические риски. Оставим Ким Чен Иру эту отморозку привилегию напоминать инвесторам о том, что самые большие неожиданности исходят не от макроэкономических или корпоративных отчетов, а от эксцентричных, мягко говоря, режимов, подобно северокорейскому. Следует ожидать экспоненциального роста провокаций со стороны Пхеньяна по частоте и серьезности. Кроме того, ждите роста бычьих настроений на рынке из-за территориальных споров. Большая двадцатка. Любой оптимизм относительно того, что европейским чиновникам удастся избежать катастрофы, следует считать нерациональным. Тоже относится к прогнозам о том, что экономика Китая может вечно расти на 10% в год, а японским властям удастся побороть дефляцию. Пузырь сложных концепций состоит в том, что отчаявшаяся группа 20 ключевых стран вряд ли сможет навести порядок на рынке и устранить дисбалансы, на что еще надеются некоторые. Эта проблема назревали десятилетиями, и быстрого пути их решения нет. Предстоящий год может полностью изменить любую из этих концепций, или даже все. С чем вас и поздравляем.